Приветствую всех, дорогие подписчики. И вновь о событиях спорта и мира ММА. Чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье с травмой согласился провести бой с Дареком Льюисом. Кормье в интервью поведал, что у него травма руки и он не может полностью сжимать кулак. Но тем не менее, невзирая ни на что, продолжает тренироваться и готовиться к защите титула. При всем этом заявляя, что все хорошо, но не на 100%. Льюис крупный, мощный, жесткий парень, который будет нацелен на победу. И поэтому я должен быть готов. Также Льюис понимает, что его единственный шанс – это отправить меня в нокаут. Поскольку только Джон Джонс показал способность конкурировать со мной 5 раундов, заявил Кормье. Легендарный боец Джордж Сент-Пьер высказался о желании провести поединок против Хабиба Нурмагомедова, а также назвал дату возможности этого поединка. Шансы на мое возвращение велики в 2019 году. Вероятно, возможность, что я вернусь в UFC в 2019 году. Порой я очень хочу вернуться в октагон, но иногда я думаю, а для чего мне это нужно? Спортсмен внутри меня жаждет конкуренции, и сейчас я нахожусь в пике своей физической форме. Но однако моя мотивация уже не та, что раньше. Сейчас у меня нет стимула возвращаться в претендентскую гонку. И у любого спортсмена в карьере наступает момент, когда требуется что-то новое. Я слышал, что Хабиб заявлял о желании встретиться со мной еще до поединка с Конором. Не думаю, что руководство UFC позволит мне провести титульный поединок и уйти в закат с 3-м чемпионским поясом. Я всегда говорил, что наибольший интерес у меня вызывает возможность стать в чем-то первым, когда люди сомневаются во мне и говорят, что мне не по силам сделать это. Хабиб чемпион и отличный спортсмен. И сейчас я не могу представить себе более подходящего соперника, чем Хабиб, с точки зрения наследия и популярности. И мне интересен этот поединок. И я для себя воспринимаю как вызов непобежденность Хабиба Нурмагомедова. Но все зависит от руководства UFC. Но что по мне, я готов забрать пояс у Хабиба и уйти в закат с 3-м чемпионским поясом. Президент UFC Дана Уайт опроверг слухи, которые переполняют интернет-порталы, о том, что Конор Макгрегор предлагал 15 миллионов Хабибу Нурмагомедову за реванш. Дана Уайт коротко об этом высказался. Эта история первоклассный бред. Прокомментировал Уайт эту новость в Инстаграме. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пообщался с владельцем клуба NFL Dallas Cowboys Джерри Джонсом о возможности провести турнир UFC на домашней арене команды из Техаса, который может вместить 105 тысяч человек. Это зрелище подходит для этого места. Наш октагон должен быть здесь, в центре, в один прекрасный день. Я собираюсь сделать это. Особенно сейчас, когда вы здесь и видите, что происходит. Я знаю, что было много слухов об этом, но мы так и не договорились о сути. Думаю, что сейчас самое время, сказал Макгрегор Джонсу. Можно предположить, что по всей вероятности Макгрегор ведет переговоры к своему реваншу с Нурмагомедовым, планируя сделать еще более грандиозное шоу. И обсуждение проведения UFC на столь огромной арене говорит само за себя. Исходя из всей ситуации вокруг всей истории противостояния Макгрегор и Нурмагомедов, не исключено, что эти шаги к новому рекордному турниру. Российский боец удав Алексей Олейник один из тех, кто хочет подраться со Стипе Миочичем. Всем известно, что Даниэль Кормье, действующий чемпион UFC в тяжелом весе, возвращается на коротком уведомлении, чтобы 3 ноября на UFC 230 в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке встретиться с Дареком Льюисом. В таком случае я жду Стипе Миочича, который расстроен, что Кормье не дал ему незамедлительный реванш. Я хочу подраться со Стипе когда угодно и где угодно. Я согласен на все, и если Стипе ищет себе соперника, то пусть знает, что он его уже нашел в лице российского тяжеловеса Алексея Олейника. Боец Bellator Майкл Чендлер заявил, что многие российские болельщики хотят увидеть его поединок против непобежденного чемпиона Хабиба Нурмагомедова. Многие фанаты высоко оценивают меня и считают, что я единственный, кому по силам побить Хабиба Нурмагомедова. Об этом мне пишут в социальных сетях фанаты из России, в частности из Дагестана. Многие соотечественники недолюбливают Хабиба, особенно после тех беспределов, которые он устроил на турнире UFC 229. Очевидно, этот поступок не является проявлением ни мусульманской, ни русской культуры. Лично я не вижу ничего плохого в его поступке. Он постоял за себя, а угловой Конора постоянно его провоцировал. И несмотря на то, что Хабиб Нурмагомедов выступает в UFC, а я в Bellator, в перспективе я считаю, что этот поединок возможен. Стало известно, что идея провести два крупнейших турнира в один уикенд не увенчалась успехом для Bellator. Полуфиналисты Гран-при тяжеловесов Bellator Федор Емельяненко, Чел Соннен, Рейн Байдер и Мэтт Митрион показали низкие рейтинги, заявил руководитель Bellator. Непобежденный россиянин Алексей Кунченко проведет второй бой в UFC против японского ветерана Юшина Аками. Поединок состоится 1 декабря.
Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов пригласил Конора Макгрегора посетить Дагестан. Абдулманап предложил Макгрегору стать почетным гостем предстоящего чемпионата мира по боевому самбо, который состоится в середине декабря в дагестанском Каспийске. Об этом сообщил Нурмагомедов-старший в Фейсбуке. Также отметим, что он готов простить Конора за все его слова и поступки, заявил Абдулманап. Легендарный боксер Флойд Мейвезер высказался о возможном поединке с Хабибом Нурмагомедовым, заявив: «Я бы подрался с Хабибом, и я считаю, что мы будем драться. Я сам себе босс, а Хабиб пусть пока разберется со своими делами. Но мы будем драться. Хабиб Нурмагомедов бросил вызов мне, поэтому поединок должен пройти в моем мире. Бой будет по правилам бокса». Хабиб также сказал, что когда он бил Макгрегора, то уронил его. Но знаешь что, Хабиб? Тебе достались мои объедки. Я не знаю другого бойца, как я, который смог бы сделать столько же денег. И когда я встречусь с Хабибом, то получу 9-значный гонорар. Больше, чем с Макгрегором. А Хабиба уложу спать. Сейчас я готовлюсь к поединку, но после этого мы можем встретиться с Хабибом Нурмагомедовым. 20-19, мои друзья. И мы это сделаем с Хабибом, заявил Флойд. Стоит отметить, 20-19 это означает 2019 год. Также легендарный боксер Флойд Мейвезер не намерен останавливаться на поединке с Хабибом. Конор наговорил всякого дерьма, так что я с ним не закончил. После того, как мы с Хабибом проведем бой, я снова встречусь с Макгрегором, заявил Мейвезер. Подписываемся на канал, не забываем про лайки, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До встречи в следующем выпуске.